Салам алейкум, хурметли милләттәшләр, һаумы дуслар. Здравствуйте, уважаемые сторонники независимого Башкортостана. Сегодняшний наш эфир Лети боягдысın. будет посвящен э, Оренбургской области, конкретно именно Кумандыкского коридора, который сейчас, наверное, практически каждый, наверное, башкир, каждый татар, и вообще и казахи об этом постоянно говорят. Чем он так важен для всех, для нас? И может ли он стать частью Башкирской республики, Республики Башкортостан? Давайте сегодня об этом поговорим, потому что тема очень важная. Я считаю, что мы должны это проговаривать. Многие говорят о том, что вот необходимо захватить вот этот вот кусочек Кумандыкского коридора, чтобы у нас был выход на Казахстан. Насколько это реально или нет? Вообще про захват я не сторонник таких вещей, если честно. Я считаю, что всегда можно будет все это обсудить и договориться. По крайней мере, мы будем пробовать. Итак, если немножко начать с истории, да, то все, особенно башкиры и казахи, знают о том, что у нас никогда не было границы, а точнее она была граница по реке Урал, Яик когда-то называлась. Вот, по этой границе были разделены территории между башкирами и казахами. И это, скажем, это не то, что этой границы как таковой не было, и башкирские племена кочевали на казахских землях, казахские племена приходили на наши земли, кочевали, и мы вели достаточно такой, ну, живое общение друг с другом, родственных очень много связей было, гостили друг у друга. Но было и дело, что и с Барымтой бегали друг на друга, да, воровали скот, воровали невест. Но вообще башкиры и казахи вот очень близкий родственный народ, и культура у них очень схожая. Допустим, очень многие башкирские рода, племена, они есть у казахов. Допустим, моя мама из рода Табын. Табын считается одной из таких уважаемых многочисленных племен казахов. Также есть такие племена, как Ханлы, допустим, да, Меркит, Капсак и так далее. Так вот, вот эти вот отсутствие границы как таковой, да, и родственные связи, они постоянно помогали друг другу. Так, допустим, башкиры участвовали и помогали казахам отражать джунгарское нашествие. Наши, скажем, отряды башкир были в составе казахских войск. Также и когда башкиры поднимали свои восстания многочисленные, как правило, они угоняли скот, отправляли свои семьи к родственникам казахам, казахские яйляу, джайляу, да, как у них говорят, и потом возвращались к себе на родину и спокойно, скажем так, воевали. И, конечно же, администрация, вообще власти вот этой вот Российской империи, они не могли не понимать, что для того, чтобы башкир как-то вот обуздать и, скажем, заключить их во внутренние губернии, их нужно было отрезать от казахов. Поэтому, поэтому и как бы самый успешный, когда вот этой границы не было, да, которую нам нарисовала Россия, самые успешные восстания как раз были до 1734 года. В 1734 году при Анне Иоанновне, такой императрице, скажем, была организована Кирилловым, таким чиновником,
вот этой империи, Российской империи, да, была организована Оренбургская экспедиция. Ее смысл этой экспедиции заключался в том, чтобы построить город, который бы, скажем, был форпостом для дальнейшей колонизации Центральной Азии, Средней Азии всей, дальнейшее туда как бы, да, продвигаться и колонизировать вот эти вот земли Туркестана. И второй, скажем, смысл, вторую цель они перед собой ставили, это огородить сетью крепостей по южным границам, отрезать Башкир от казахов. То есть навсегда Башкир заключить во внутреннюю губернию, сделать ее внутренней губернией. Башкиры через своих людей узнали о том, что готовится такая экспедиция, и был большой Йен, Курултай, куда собрались все лидеры, да, тогда башкирского народа, бии, тарханы, они старшины, они между собой, посовещавшись, решили, конечно же, дать военный отпор. Но прежде чем приступать к военным действиям, они решили поступить благоразумно, то есть попытаться мирно все это договориться. Да, они приехали в Уфу, тогдашний, скажем, да, губернский город, и сказали о том, что мы не допустим вот этого вот Оренбургской экспедиции и постройки вот этого города, который, ну, Оренбурга вот этого, да. И если вы будете продолжать эту экспедицию, то мы пойдем на вас войной. Конечно же, это никого не остановило, то есть тогда мнение коренного туземного населения никого, и до сих пор так, да, никого не волновало и до сих пор не волнует. В итоге началось самое крупнейшее восстание башкир, которое было за все времена, и она длилась 6 лет, с 1734 по 1740 год. К сожалению, восстание потерпело поражение, и для этого очень много было объективных причин, потому что силы были неравны, конечно же. И вот сперва был заложен первый город, первая крепость Оренбург. Сегодня это город Орск. Это все, наверное, помнят по последним событиям, когда вот был затоплен город, да, Орск. Это вот первый Оренбург. Потом его перенесли на то место, где сейчас стоит город Оренбург современный, а тот переименовали в город Орск, получается, да, вот. И с тех пор башкиры были отрезаны. Башкиры были отрезаны. В 1917 году, когда произошел крах Российской империи, когда поднялось национальное самосознание и у башкир, и у казахов, в Оренбурге, ну, Оренбург вообще такой был, можно сказать, восточный город, да, где очень много было мусульман, очень много тюрок было, и даже знаменитый исторический комплекс Караван-Сарай, да, если по-русски, он располагался именно в Оренбурге, и он был построен именно на деньги башкир. Башкиры возили материалы на своих телегах, да, на своих подводах. Они скидывались деньгами на строительство, сами принимали участие в строительстве. И этот комплекс, большой комплекс, построен на башкирские деньги, и он принадлежит нам. Сегодня Оренбургская область, пользуясь поддержкой власти Оренбургской области, пользуясь поддержкой Москвы, не отдают нам этот караван-сарай. И, ну, я вас уверяю, что когда Башкортостан станет независимым государством, конечно же, мы заберем обратно. Это наша собственность. У нас все документы для этого есть. Дальше. Вот в 1917 году, когда у башкира образовалась своя республика, первая башкирская республика, у казахов Алаш-Орда, именно в Оренбурге проходили все вот эти знаменитые Курултаи, съезды. Первый всебашкирский съезд Курултай, второй всебашкирский Курултай, третий всебашкирский Курултай, который признал Башкирскую республику, да. Вот. Тогда же там очень сильны были оренбургские казаки. Очень сильны были. Это сейчас они все как бы, да, уже извелись, ряжеными стали.
Тогда это было действительно реально сильное войско. И первое время башкирское войско вместе с оренбургскими казаками совместно воевали против красных. Но потом, тогда казачье войско, оренбургское казачье войско возглавлял такой Дутов, атаман Дутов. Но когда Колчак, скажем, сделал переворот, в белом движении узурпировал власть и отменил все национальные республики, Дутов перешел на сторону Колчака, хотя еще буквально недавно он поддерживал башкирское правительство, башкирскую республику, а тут, ну, то есть имперец проснулся, да, в русском, как говорится. И он тут же, да, принес присягу на верность Колчаку и начал, как бы, да, воевать против уже башкир. Вот. В дальнейшем судьба, как бы, Оренбургской области, она такая. Сразу скажу так, что до 1925 года, когда уже образовалась Башкирская Советская Республика и Казахская Советская Республика, тогда она киргизская называлась, да, у нас были общие границы. До 1925 года между Башкортостаном и Казахстаном была общая граница. Никакой еще Оренбургской области тогда не было. Вот. Потом уже постепенно, понимая важность, да, того, чтобы опять заключить Башкортостан, Башкир во внутреннюю губернию, сделать из нее внутренней губернией, внутренней областью, и начали происходить различные трансформации с этой областью. То есть она была и... надо отметить, что с 1919 по 1925 год Оренбург был столицей Казахской АССР. 6 лет. 6 лет Оренбург был столицей Казахской республики, первой республики Казахской, да. И казахи об этом помнят, конечно же. Так вот, с 1925 года изъяли Оренбург у Казахстана, столицу перенесли, и потом из нее делали там Средневолжскую область, Средневолжский край, потом это был Чкаловский край, там Чкаловский даже он так и назывался, не Оренбургская область, да, а Чкаловская область, там до 1957 года. И уже только потом это стало Оренбургской областью. И постепенно земли все больше и больше урезались у башкир. Сперва там была маленькая, там в несколько километров, наверное, вот это вот пространство, которое отделяло башкир от Казахстана, когда уже сформировали вот эту вот другую область, да, чужую область. И постепенно земли отымались. И вот сегодня мы имеем... Я прошу, кстати, всех своих, кто сейчас смотрит, открыть карту Оренбургской области, чтобы вы примерно видели представление, понимали представление какое, да, то есть о чем сейчас идет речь. И кто знает, как выглядит Оренбургская область, это вот, начиная с запада и идя на восток, это вот такая коса, и самое узкое место, это примерно в 40 километров ширина, это как раз вот Кувандыкский и Гайский районы. Это тот самый Кувандыкский коридор, про котором постоянно говорим. Мы считаем, что рано или поздно Кувандыкский коридор должен войти в состав Республики Башкортостан. Потому что по всем документам данные Оренбургская область – это земли башкир и казахов. Мы имеем право на эти земли. У нас есть исторические документы, которые доказывают, что это наши земли. Всегда, там до сих пор вся топонимика башкирская или казахская, да, там очень много населенных пунктов башкирские. Поэтому это наши земли. Мы не виноваты в том, что у нас отняли когда-то эти территории. И мы считаем, что справедливость должна быть восстановлена. Эти земли должны войти в состав Башкортостана в будущем. Теперь по поводу вообще всей Оренбургской области. Оренбургская область – это область, которая стремительно вымирает.
это бедная область. И если, скажем, в пике, да, в 1996 году там было 2 миллиона 218 тысяч человек, то на сегодняшний момент осталось 1 828 000. То есть практически 400 тысяч человек с 96 года исчезло. Вымерло, уехало, но очень много, скажем так, это очень большая численность, да, 400 тысяч человек, это очень много. Тем более от не такой большой численности. Так вот, из этого 1 800 000 основная часть живет в городах. А именно, вот в трех крупнейших городах, таких как Оренбург, Орск и Новотроицк, в них общее количество, общая численность населения 800 тысяч человек. Из 1 800 000 всей Оренбургской области 800 000 живет в этих трех городах. И если посмотреть на эту карту, вот восточная часть Оренбургской области после Кувандыкского коридора, да, там 6 районов, такие как Яснинский, там Домбаровский, Новоорский, Адамовский, Кваркенский, Светлинский районы. Это вообще обезлюдевшая территория. Там практически нету, вот на всех этих 6 районов население максимум 100 тысяч. Максимум. Я специально сегодня считал, смотрел. Там тоже катастрофическими темпами население убывает. За последние, вот с 96 года, когда был пик населения, по 2021 год там население на 90 тысяч человек уменьшилось. Это половина населения. А уже с 2021 по нынешний год, по 2024 год, нету данных. Скрывают. Я уверен, что там еще больше, наверное, уменьшилось. Вот. Поэтому эти районы, они предоставлены самим себе. Я считаю, что им тоже нужна сильная рука управленцев. И если Башкортостан заберет эти области, я думаю, что это будет только благо для всех жителей вот этих вот районов. Мы туда принесем цивилизацию, мы туда принесем хорошее экономическое благосостояние. Так что я считаю, что помимо вот Кувандыкского и Гайского района, вот эти 6 районов тоже должны войти в состав Республики Башкортостан. Плюс, если вы посмотрите на карту, то вот советская власть, плюс до этого империя российская, она, еще раз говорю, специально все делала для того, чтобы Башкир и Башкортостан сделать, таким безлюдным, да, не то что экономически невыгодным, да, регионом. Мало того, что нас отрезали от Казахстана, плюс нас отрезали от реки Урал. Это река Урал, это тоже это наша река, башкирская река. Ну и вообще, наверное, никто не будет сомневаться, да, никто не будет спорить о том, что вся Челябинская область это башкирские земли. 100% башкирские земли. Даже русские, наверное, не будут спорить, потому что все прекрасно знают историю. Если посмотреть историю Челябинской области, как она образовалась, кто эти земли потом колонизировал, а кто жил до колонизации, то все прекрасно понимают, что это башкирские земли. Хорошо, мы на всю Челябинскую область не претендуем, потому что там очень много русских, нам это не надо на сегодняшний момент. На сегодняшний момент. Но было бы справедливо, если бы мы вернули свои территории по реке Урал. То есть территория между Челябинской сегодняшней областью и Республикой Башкортостан должна проходить по реке Урал. Если вы посмотрите на карту, то вот Оренбургская область, Челябинская область, да, и Башкортостан рядом. Между ними вот такая полоска, идет река Урал, вот так вдоль Челябинской области и Республики Башкортостан. И также идет река Урал, точно так же. Но вот эта маленькая территория то есть
правобережье реки Урал, это Челябинская область. Там буквально несколько километров. И сразу же идет Башкортостан. Мы считаем, что вот этот вот кусочек, который между рекой Урал и Республикой Башкортостан является Челябинской областью, он должен быть нашим. Республика Башкортостан, и граница должна проходить по реке Урал. Тот, кто сейчас смотрит карту, он понимает, о чем я говорю. И Реклинское водохранилище точно так же. Должно территория границы проходить по Иреклинскому водохранилищу и по всей реке Урал. Рекой Урал мы должны пользоваться совместно с челябинцами. Она не должна быть отрезана от нас. И Реклинское водохранилище точно так же должна давать электричество на территории Республики Башкортостан, на южной его области, районы точнее. Это будет справедливо, потому что, еще раз говорю, река Урал, она была наша, ее отрезали от нас. Вот такая маленькая полоска, прям Челябинской области, отрезает нас от реки Урал вдоль всей восточной границы Республики Башкортостан. Это несправедливо. Эту несправедливость нужно решить. Сесть за стол переговоров и договориться. Дальше. Если переходим на Челябинскую область, то все мы знаем, что в Республику Башкортостан со стороны востока, со стороны Челябинской области есть вот такой, вгрызается такой кусок большой. И там уже границы Челябинской области где-то около 100 километров уже от Уфы. То есть это очень опасно для Уфы, потому что вот такой клин врезается в территорию Республики Башкортостан. Он нам не нужен абсолютно. Этот клин не нужен, да? Мы считаем, что, тем более, это тоже территория все башкир. Мы считаем, что этот клин должен войти в состав Республики Башкортостан. Во-первых, должна быть вот этот вот, это специально был тоже, специально отобран у нас. Эти земли переданы Челябинску. Для чего, вообще не понимаю, да? Ну, понятно, что они хотели, конечно же, там самые, скажем так, природные ресурсы, железные руды, магнитные руды и так далее, и так далее. То есть все вот там было очень много, там очень много заводов стояло. И они передали все это Челябинской области, отрезав от нас. Они хотели сделать нашу республику Башкортостан, ну, не жизнеспособной, это первую республику. Так вот, вот эти территории мы должны вернуть. Также хочу заметить, что вот эти вот на этой территории расположенные населенные пункты, города, они тоже катастрофическими темпами вымирают. Я специально тоже посмотрел и хотел бы вот сейчас сказать, что, ну, допустим, там такие города, как Аша, Усть-Катав, Катав-Ивановск, Бакал, Сатка, Миньяр, Сим, Юрюзань. Так вот, все вот эти города, они катастрофическими темпами исчезают. В пике, вот я вам сейчас приведу просто примеры. В пике в городе Аша было 39 тысяч человек, да? Это, ну, там, 80-е годы, там, да, 90-е годы. Сейчас осталось 27 тысяч. Усть-Катаве было 31 тысяча человек, сейчас осталось 21 тысяча человек, да, то есть 10 тысяч минус. В Катав-Ивановске было 25 тысяч человек, сейчас осталось 14 тысяч человек. В Бакалах было 31, сейчас 16, то есть, ну, в половину вообще. Садка 51 было тысяча, сейчас осталось 42 тысячи. В Миньяре было 16 тысяч, осталось 8 тысяч. В Симе было 21 тысяча, сейчас 12 тысяч. В Юрюзане было 18 тысяч, сейчас осталось 10 тысяч. Тоже потери 82 тысячи человек. Было 150 тысяч, сейчас осталось 82 тысячи было потеряно. То есть тоже катастрофическими темпами население исчезает. И мы, Республика Башкортостан, сможем для этой территории принести благосостояние, благополучие. Эти земли должны войти к нам, в наш состав. Я считаю, что мы должны
будем в будущем обязательно договориться с руководством, с властями Челябинской области о том, что эти земли должны нам быть возвращены. Если же вот говорить по Кувандыкскому коридору еще раз, да, то считаю, что эта территория, как мы можем ее забрать, да? Как мы можем ее забрать, но если только не силой, да, вот силовой вариант отметаем. Он нам, если честно, не нужен, и мы будем стараться максимально дистанцироваться от него. Заметьте, да, что я говорю это в утвердительной форме, потому что я уверен и знаю, что Республика Башкортостан станет независимым государством обязательно. То есть это, как я говорю, о свершившемся факте. То есть это обязательно будет. Мы уже сейчас в дальнейшем просто рассматриваем, как нам справедливо поделить территории, чтобы все были довольны. Так вот, я считаю, что, конечно же, как минимум Кувандыкский коридор должен войти в состав Республики Башкортостан, или же вся восточная от Кувандыкского района и восточнее все должно войти на территорию Республики Башкортостан, вплоть с Иреклинским водохранилищем. Обязательно. Как мы можем мирно договориться, чтобы эти территории были присоединены к Республике Башкортостан? Надо еще отметить, что в Иреклинском водохранилище есть ГЭС, да, Иреклинская ГЭС, которая нам тоже очень важна, я уже говорил об этом. Также надо отметить, что в городе Орск там комбинаты, медно-рудные комбинаты, которые перерабатывают сырье из нашей республики. Оттуда возят в город Орск. И город Орск, он зависим от нас, от наших природных полезных ископаемых. Поэтому я думаю, что мы всегда сможем договориться. Сам Орск, город нам не нужен, если честно, уж там слишком много русского населения, которое нам просто ни к чему. Хотя Орск тоже, скажем так, катастрофическими темпами он вымирает. Как и Оренбург, как вообще вся Оренбургская область. Я еще раз говорю. Вот, допустим, если Оренбург в пике, да, был 572 тысячи человек, да, то пик у него, кстати, был в 2020 году, буквально недавно. То сейчас осталось 536 тысяч. То есть это практически 40 тысяч за несколько лет. Еще раз говорю, это данные по 2021 год. Все остальные данные скрыты. 40 тысяч только за 2 года. А я уверен, что в результате этой войны, пандемии, а потом войны, численность, точнее, сократилась в несколько раз. Намного больше. И сегодня поэтому специально скрывают. И мало того, я знаю, что приписывают специально русское население, чтобы казалось, что там что много. На самом деле это не так. Русского населения осталось очень мало там в Оренбургской области. В городе Орске в 1998 году был пик населения, 275 тысяч человек было. 275 тысяч в 1998 году. Сегодня осталось 189 тысяч человек. То есть практически 100 тысяч человек, 90 тысяч человек исчезло вот за эти 20 лет. 90 тысяч. В городе Новотроицк, это третий крупнейший город в Оренбургской области, он расположен прямо рядом с Орском, и он составляет, можно сказать, такую агломерацию Орска и Новотроицка. Там в 96 году было 111 тысяч человек, пик. Сегодня осталось 79 тысяч человек. Представляете, какими темпами катастрофическими вымирает Оренбургская область, вымирают города Оренбургской области. Так вот, но даже так, нам вот этот, если честно, Орск и Новотроицк, как таковые, они особо и не нужны. Нам нужна территория, еще раз говорю, Кувандыкского района. И чтобы границы, если даже оставим восточную часть Оренбургской области, там, я не знаю, Челябинскому или еще кому-то, или пусть они сами по себе там определяются, или Казахстан пусть забирает себе там, допустим, да, нам должны границы, для нас должны, то есть должен быть выход на Казахстан, это Кувандыкский коридор, это Гайский Кувандыкский район, и границы по реке Урал, по Иреклинскому водохранилищу. Иреклинское водохранилище и река Урал должны быть
общей собственности Челябинской области, Оренбургской области и Башкортостана. Но мы не должны отрезаны быть от реки Урал. Так вот, эти территории, Гайский, Кувандыкский район, мы можем у Оренбургской области, если что, купить. Если, еще раз говорю, будем договариваться мирно. Либо мы можем купить, либо мы можем обменять на какие-то другие территории Республики Башкортостан. Для нас, вот есть, я понимаю, что сейчас найдутся те люди, которые скажут, да ты что там, ничего обменивать не надо, это наши земли, мы должны их так вернуть. Я считаю, что мы не должны воевать, потому что нас и так мало, башкир. В самой республике мы до сих пор еще не большинство. В свой прошлый стрим я как раз и говорил, что наша основная задача стать большинством в своей собственной республике. Для этого, для нас первые 50 лет, как минимум, вообще не должно быть никаких военных конфликтов ни с кем. Мы должны расти в численности. У нас должен быть мир, стабильность, благополучие. И так мы будем увеличиваться в численности. Для нас очень важно, чтобы башкиры как минимум через 30 лет, как сегодня казахи, стать 70% населения в своей республике. Это крайне важно. Именно поэтому нам не нужны никакие конфликты. Если нам конфликтовать за Кувандыкские и Гайские районы, то мы можем потерять множество наших людей. Нам это невыгодно. Поэтому, я еще раз говорю, нужно договариваться, стараться договариваться. Либо мы купим эти земли, возьмем в аренду, либо мы обменяем их. Но если будет катастрофический, то есть категорический отказ, и нам эти земли будут специально не давать, сознательно отрезая нас от казахов, от братьев, я думаю, что в этом случае все может быть, вплоть до военного конфликта. Потому что это наши земли, я еще раз повторю вам, это наши земли. И у нас есть, мы будем доказывать через международные суды, что это наши земли. У нас есть документы все на эти земли, что эти земли всегда принадлежали нам. И они были колонизированы, отобраны у нас, у башкир. И я считаю, что было бы справедливо, как я разговаривал с местными жителями вот этих вот именно Кувандыкского района, они говорят, что вот в округе города, от города Кувандык по всей окружности, по всей территории, одни башкирские практически, вот до реки Урал, там же вот так река Урал уже внизу идет она, да, горизонтально, скажем так, да, Республики Башкортостан. Так вот, сверху до реки Урал все населенные пункты, все деревни это башкирские. Ниже, в сторону Казахстана от реки Урал, там все казахские населенные пункты практически. И даже, говорит, по топонимике все это можно понять. Поэтому, еще раз говорю, что там наше население живет. Это наши исторические земли. И они должны быть нам возвращены. В любом случае. Мы не отстанем никогда от, пока эти территории не войдут в состав Республики Башкортостан. И я всегда говорил о том, что я за то, чтобы данная Республика Башкортостан, независимость была завоевана мирно, максимально мирно. Мы ни с кем не собираемся воевать. Но если нас вынудят, если нас будут стараться отрезать, то, конечно же, мы будем вынуждены показать свою силу. А сила у башкир есть, естественно. Поэтому я думаю, что про Кувандыкский коридор я сказал. И я уверен, что Казахстан поддержит нас, когда наступит этот час X, когда наступит большая смута. Вот, и тогда все изменится очень сильно. Это сейчас Казахстан осторожный, власти осторожные Казахстана.
И я думаю, что когда наступит большая смута и начнется трансформация России, Казахстан, как я сказал, и то есть когда Россия начнет разваливаться на десятки разных государств, Казахстан автоматически вырастет на фоне всех этих уже маленьких государств. Также надо отметить, что помимо Башкортостана, которому очень нужен этот Кувандыкский коридор, этот выход на Казахстан нужен и другим волжским республикам, таким как Татарстан, Мариэл, он нужен ирзянам, макшанам, он нужен чувашам, марийцам. Поэтому я думаю, что все эти национальные республики, вся интеллигенция, вся элита этих национальных республик будет нам помогать в том, чтобы этот Кувандыкский коридор вошел в состав Республики Башкортостан. Мы включим все свои дипломатические связи, лоббистские связи в мире, в России и постараемся максимально мирно, справедливо решить этот вопрос. Но еще раз говорю, если те власти, которые будут непосредственно располагаться на тот момент в Оренбургской области, упрутся, то я думаю, что дело может закончиться конфликтом. Чего бы я не хотел, конечно же, никто не хотел бы. Вот. Теперь я готов ответить на вопросы, на ваши. Если такие есть, пишите. Тут многие говорят, мечтать не вредно, но я вас уверяю, вы даже сами не поймете, когда все эти преобразования начнутся. Так, что думаете о Челябинском аппендиксе? Ну, я вот уже сказал про Челябинский аппендикс. Я считаю, что он должен быть ликвидирован и обязательно должен войти в состав Республики Башкортостан. К тому же он практически тоже обезлюдил. Все природные ресурсы там уже выкачали, поэтому вот даже можно просто как плата за то, что эти наши земли, за то, что наши природные ресурсы оттуда были выкачаны за все это время, мы имеем право забрать обратно эти территории. Почему бы не создать с Татарстаном одну союзную республику и другими национальными республиками? Я очень часто отвечал на этот вопрос, отвечу еще раз. Я считаю, что прежде чем что-то создавать, какое-то общее союзное какое-то государство, для этого мы должны получить субъектность сами. Мы должны все пожить отдельно, чтобы сформироваться как нации, сформироваться экономически. Потом можно будет думать о каком-то союзе. Сейчас мы можем создать какой-нибудь общий воинский союз, да? Какое-то объединение вооруженных сил для отражения агрессии со стороны Московии или других каких-то новых государств, которые образуются на построссийском пространстве. Мы можем объединиться, да, в этом. Мы обязательно, конечно же, я думаю, уберем все таможенные границы между шестью республиками и торговать, чтобы нам было удобно и комфортно торговать. Но создавать опять какое-то государство единое, я считаю, это неправильно. Мы, башкиры, не хотим ни в какой Идель-Урал, ни в какое союзное государство. Мы сперва создадимся как независимое государство, поживем для себя. Если захотим, если будут диктовать такие условия нам, да, экономические условия будут диктовать, что нам необходимо будет войти в союз чей-то, с кем-то, мы будем это рассматривать. Сейчас пока никакого вхождения в какой-либо союз нам не нужно. Так, надеюсь, что ответил. Добрый день. Что вы думаете, организация русской общины не окажет нам
противовес? Конечно, окажет. Конечно, будет стараться первое время она противодействовать нам. Все вот эти казаки оренбургские будут нам пытаться противодействовать. Но мы, это наши земли, еще раз говорю, у нас есть на них права, и мы чувствуем ответственность за эти земли, за эти территории. Ответственность перед нашими предками, перед нашими будущими потомками. Поэтому, конечно же, мы не будем смотреть ни на русских, ни на казаков каких-либо. Мы просто будем возвращать эти территории. А казачество в Оренбургской области до сих пор работает в силовых структурах, и это некий русско-христианский профашизм. Башкорт на уровне мигрантов, таджиков, узбеков, то есть автохтонно бесправные. Согласен, там очень негативное отношение к башкирам, очень боятся нас. И я помню, что когда мы, организация Башкорт, делали автопробег до города Оренбурга, до Караван-Сарая, то есть по территории Республики Башкортостан, мы ехали нормально по вот этой Оренбургскому тракту. Потом, как только мы пересекли Оренбургскую область, нас в каждом районе, который мы пересекали, да, в который мы приезжали до Оренбурга, нас останавливали сотрудники ГИБДД совместно с полицией, совместно с ФСБ. Нас делали шмон всем нашим автомобилям. Нас допрашивали, зачем мы едем, для чего мы едем, что нам нужно, с какими целями. Они очень боялись влияния башкир на башкир Оренбургской области. Очень боялись. И в итоге там, скажем так, расстояние от Уфы до Оренбурга, если не ошибаюсь, что-то около там 300 километров, да, 300 с чем-то. Можно было доехать, ну, там, за 4 часа, за 5 часов. Мы выехали в 9 утра, мы доехали в 12 часов ночи. Вот из-за этих вот остановок постоянных. У нас забрали там 3 машины потом в отдел полиции города Оренбурга. Там докопались там, до каких-то причин. Еще раз говорю, там полный обыск всех машин сделали. Прям в лицо нам говорили: вы что здесь хотите, здесь отделять нашу Оренбургскую область, это наша земля, это не ваша земля, вы здесь никто, мы здесь хозяева, нам прям в открытую так говорили. Они боятся, конечно же, нас, башкир, они прекрасно понимают. А почему боятся? Потому что они прекрасно понимают, что это земля башкир. Они прекрасно понимают, что мы рано или поздно предъявим права на эти земли. Также вот я еще раз говорю, когда я разговаривал с местными жителями Кувандыкского района, они говорят, что вот все местное население башкирское, оно хочет прям войти в состав Башкортостана. Прям горит желание. Поэтому я думаю, что никаких проблем. Мы, говорит, готовы прямо сейчас, говорит, провести референдум, если нам дадут, и войти в состав Республики Башкортостан. Поэтому я думаю, что никаких проблем с населением не будет точно. Так, Хаумалет Руслан, Хаумалет. Как вы думаете, независимому Башкортостану сближаться с ЕС или организацией тюркских государств? Я считаю, что здесь должно быть совместное такое движение, общее движение, как в сторону ЕС, так и в сторону, конечно же, тюркских государств, организации тюркских государств. Конечно же, в первую очередь, я считаю, нам нужно, еще раз говорю, объединить границы с Казахстаном. Значит, для этого нам нужен Кувандыкский коридор. И выходить через Казахстан уже на мир. И, конечно же, нам нужно входить в организацию тюркских государств, потому что мы тюрки. И, скажем так, налаживать экономические, торговые отношения, возможно, входить в военный союз с организацией тюркских государств, с Казахстаном, с Узбекистаном, с Турцией, с Азербайджаном. Мы должны наконец-то воплотить ту идею Турана, о которой все тюрки так мечтают. И не имеется в виду, что это должно быть какая-то большая империя. Нет. Мы можем создать тот же самый, как по типу Евросоюза, какой-то там такой союз от Чувашии, если брать на запад, да, Чувашия, Татарстан, Башкортостан,
и Казахстан, и пошла там вплоть до Турции. То есть все реально, все реально, без таможенной границы, единая армия, которая сможет защитить нас от любого вызова, от любого врага. Возможность единой валюты со временем. Но, еще раз говорю, прежде чем входить куда-то там в организацию тюркских государств или в Евросоюз, мы должны, Башкортостан, как независимое государство, состояться. Это нам важно. Так, да, очень много там украинцев живет. Я думаю, что когда Россия в Оренбургской области, когда Россия начнет рассыпаться, эти украинцы все-таки вспомнят, что они украинцы. Так, как вы думаете, если мигранты из тюркских государств СНГ приедут к вам, будут ли лояльны к ним башкиры? Я думаю, что да, потому что та политика, которая сегодня исходит из Москвы, она специально настроена так, чтобы э, негатив, был негатив к этим мигрантам, к представителям Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана и так далее. Во-первых, как я говорил, что у нас будет очень жесткая миграционная политика в Республике Башкортостан, и мы будем пускать к себе только полезных для республики людей, а именно людей, которые обладают теми профессиями, которые нам нужны. Врачи, инженеры, там, айтишники и так далее, да? Пожалуйста, для них у нас будет дорога открыта. Ну, конечно же, для этого нужно будет им со временем выучить башкирский язык, сдать экзамен, чтобы получить гражданство. Просто запускать подряд всех мигрантов для того, чтобы они там у нас работали там дворниками на стройках, там, на рынках торговали или просто занимались каким-то криминалом, нам это не нужно. У нас свое население, в принципе, все это может делать. И на рынках торговать, и строительством заниматься. Поэтому мы будем рады тем нашим братьям, которые будут приносить пользу Республике Башкортостан. Те, которые к нам будут ехать для криминала какого-то, конечно же, таких мы не будем пускать. А те, кто сумеет просочиться, но их мы будем выдворять. А так у меня, конечно же, очень хорошее отношение к нашим братьям, к узбекам. Они нам близки, ментально близки. Это наши тюрки, их языки схожи с нашими. И даже если какая-то часть приедет к нам, я думаю, что они очень быстро адаптируются, ассимилируются. И их уже внуки это будут башкиры. Несомненно, я в этом уверен просто. Так, где вы столько солдат найдете, готовых воевать за эти мечты? Но башкиры не такой маленький народ. Помимо того, что, я еще раз говорю, Кувандыкский коридор, он нужен не только башкирам, он нужен всем Волжским республикам еще дополнительно, Татарстану, Чуваши. И если уж придется воевать, чего мы не хотим, то я думаю, силы всегда найдутся. Плюс с той стороны нас казахи поддержат. Я вообще говорю, что вот это недоразумение под названием Оренбургская область, она должна рано или поздно прекратить свое существование, потому что и справедливость должна быть восстановлена. Все эти земли, которые были отобраны у нас, они должны вернуться нам обратно. Это наши земли, еще раз говорю. И еще раз говорю, что русские, которые сегодня живут в Оренбургской области, они прекрасно понимают это. Они прекрасно понимают, что рано или поздно мы эти земли предъявим счет и заберем эти земли обратно. Именно поэтому они оттуда уезжают прямо сейчас. Именно поэтому они
не будет никакого такого серьезного сопротивления. Оренбургская область к моменту, когда посыпется Россия, ну это в ближайшие там несколько лет, да, Оренбургская область уже потеряет в численности огромное количество людей. Она сейчас уже теряет, вот я вам назвал цифры, да, что по 50% в некоторых городах, больше 50% потеряли. Поэтому сама Оренбургская область 400 тысяч человек потеряла. Поэтому говорю, что русские Оренбургской области прекрасно понимают, что мы рано или поздно придем и заберем эти земли. При развале РФ возможна массовая миграция русских в сторону Московии, так что от Челябинской области не надо башкирам отказываться, тем более огромное количество башкир в этой области. Я сомневаюсь, что такое огромное количество русских из Челябинской области уедет, потому что все-таки там проживает 4 миллиона русских. Это большая цифра, очень большая цифра. Но я согласен с тем, что рано или поздно эти земли, скажем так, русские будут, если они не смогут построить там нормального государства после развала России, то рано или поздно эти земли будут покидать русские. А башкиры, которые будут расти в численности, и нам, когда мы заселим в свою всю республику, станем там полновластными хозяевами, когда мы станем доминировать там как нация, мы, конечно же, начнем постепенно обращать свои взоры в сторону Челябинской области, чтобы вернуть эти земли обратно к нам, в Республику Башкортостан, к башкирам. Но сейчас это все в долгосрочной перспективе. Нам пока сейчас это не надо, и в ближайшие 100 лет нам с Челябинской области не нужно никаких конфликтов. Единственное, о чем я говорю, что наша территория должна проходить по реке Урал. Река Урал должна быть естественной границей. А уже потом, если максимум, как мы сможем вернуть эти земли, не воюя, если мы будем расти в численности, если нас станет десятки миллионов башкир, и мы будем постепенно заселять Челябинскую область и изменим там национальный состав, как когда-то русские изменили национальный состав этих башкирских земель. Должен быть обратный процесс. Только так воевать, у нас, я еще раз говорю, у нас нету столько сил. У нас всего 1 300 000 сейчас. Учитывая, что больше миллиона русских живет в самой республике Башкортостан, плюс еще 4 миллиона живет в Челябинской области, просто силы не равны. Мы вместо того, чтобы развиваться экономически, строить нормальное, демократическое, процветающее государство, мы убьем весь свой народ в этих войнах за эти земли, которые нам пока не нужны. У нас, если честно, своей земли в Башкортостане очень много. Нам единственно нужен вот этот выход, Куландыкский коридор, и все. Дальше нужно становиться хозяевами на своей земле, с любовью относиться к ней, развивать Республику Башкортостан. По-другому нам не нужно это все, все эти войны. При развале РФ ООН может не допустить странам вне федерации брать земли, бывшие экс-РФ, а скажут, пусть сами республики Федерации будут решать. Понимаете, ООН это настолько такая аморфная организация, которым всем плевать на нее. Вот сейчас Палестина воюет, Израиль воюет с Палестиной. ООН там принимает какие-то резолюции, что-то, и что кто-то кого-то слушает, вообще никто никого не слушает. Россия напала на Украину, ООН там созывал
советы, какие-то там конференции, парламентские какие-то слушания, выносил резолюции, и что Россию как-то это остановило? Да никак не остановило. ООН на сегодняшний момент это организация, которая себя дискредитировала полностью, и ее нужно менять. Должно быть новое переустройство всей вот этой общемировой организации. Только одно то, что там 6 стран имеют право вето, да, накладывать право вето на любое решение, в том числе и Россия, уже говорит о том, что эта организация несправедливая. Поэтому эта организация должна быть трансформироваться в более справедливую. Никакого шариата у нас не будет в Республике Башкортостан. Республика Башкортостан будет светское государство. Так. Руслан Ага, я хотел бы у вас спросить, вы рассмотрели все предлагаемые исходы обстоятельств, например, Ичкерия в 90-х? Немножко не понял, надо бы развернуть вопрос. Руслан, ты собираешься баллотироваться на пост президента Башкортостана? Я считаю, что до этого далеко. Я не планирую баллотироваться на пост президента, если честно. Я считаю, что пост президента Республики Башкортостан должны занимать более мудрые, более образованные люди. Но я готов помогать президенту, который изберется своими советами, если уж на то пошло. Так, ну, наверное, все на этом. Я ответил на вопрос по поводу президента. На этом все. Час стрима прошел. Я надеюсь, вам было интересно. Еще раз повторю, что Кувандыкский коридор – это жизненно важный коридор для башкир, а также в том числе и для других волжских республик, которые через Башкортостан получат, через этот Кувандыкский коридор получат выход на Казахстан, ну и значит как независимое государство. Так, поэтому мы обязательно будем добиваться, чтобы рано или поздно Кувандыкский коридор вошел в состав Республики Башкортостан, а также чтобы наши территории, граничащие с Челябинской областью, шли по реке Урал. Граница шла по реке Урал, потому что река Урал должна быть в сфере, в территориальной сфере Башкортостана, в сфере влияния Башкортостана. Так же, как и Иреклинское водохранилище, так же, как и ГЭС Иреклинское. На этом все. Подписывайтесь на мой канал, распространяйте это видео. Надеюсь, пишите комментарии. Давайте будем обсуждать данную тему. Уже в комментариях продолжим.